В эфире информационная программа «Алату». В студии работаю я, Нурсултан Джакубеков. Здравствуйте и смотрите в программе. Стране нужна политическая и экономическая стабильность. Такое мнение сегодня озвучили представители научной интеллигенции, аналитики и политологи. По итогам заседания правительственных делегаций по делимитации демаркации кыргызско-узбекской госграницы председатель ГКМБ Камчыбек Ташиев встретился с жителями Узгенского и Карасуйского районов Орской области и Сузакского района Джалалабадской. В настоящее время осуществляются регулярные авиарейсы из Кыргызстана в несколько стран, но цены на билеты остаются по-прежнему высокими. Агентство гражданской авиации Кыргызстана прилагает усилия для снижения тарифов. ГУБДД отменила 670 штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные камерами безопасного города в отношении волонтеров, которые оказывали помощь населению во время карантина. В настоящее время Тюркский совет стал самой важной и престижной платформой для тюркской интеграции, признанной мировым сообществом, отметил президент Садыр Джапаров в своем выступлении на неформальной встрече глав стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств, проходящей в формате видеоконференции. Садыр Джапаров поблагодарил почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева за инициирование неформального саммита тюркоязычных стран, отметив его значительный вклад в деятельность организации. Он отметил, что в настоящее время все страны переживают последствия пандемии коронавирусной инфекции, в связи с чем призвал лидеров государств-членов Тюркского совета к объединению, так как сложившаяся ситуация требует от тюркского мира решительного ответа на вызовы современности. Глава государства подчеркнул ключевую роль Тюркского совета в интеграционном процессе стран-участниц, у которых есть возможность на платформе организации обсудить политические, торговые, экономические, культурные, гуманитарные и социальные вопросы, а также сблизить и улучшить многосторонние отношения. Президент особо подчеркнул, что по инициативе Нурсултана Назарбаева разрабатывается стратегическая концепция «Тюркское видение 2040», которая станет дорожной картой для углубления интеграции. Как отметил Садыр Джапаров, кыргызская сторона полностью поддерживает данный важный документ. Он выразил надежду, что в условиях нынешнего экономического кризиса члены Тюркского совета преодолеют трудности, поддерживая друг друга и реализуя многосторонние проекты. Одним из таких важных проектов Садыр Джапаров назвал создание инвестиционного фонда тюркского мира и выразил готовность принять расположение головного офиса этого финансового учреждения в Бишкеке. Президент Садыр Джапаров высказал уверенность в том, что с созданием фонда инвестиционный климат между странами улучшится и в то же время будет создан экономический рычаг для укрепления отношений. Түрк кеңеши азыркы күндө дүйнө коомчулугу тааныган түрк интеграциясынын эң башкы кадыр барктуу платформасына айланды. Жалпы түрк дүйнөсүнүн аксакалы Казакстандын туңгуч президенти урматтуу Нурсултан Абишевич Назарбаевдин демилгеси менен Түрк көз карашы 2040 стратегиялык концепциясы иштелип жатат. Бул долбоорду түрк интеграциясынын жол картасына интеграциялык платформабыздын бекем пайдубалына айланат деп баалаймын. Вопрос изменения основного закона страны назрел давно. Стране нужна политическая и экономическая стабильность. Такое мнение сегодня озвучили представители научной интеллигенции, аналитики и политологи. Встреча была посвящена обсуждению значения и необходимости предстоящего референдума. Аяна Дюшекиева выслушала их мнение. Отсутствие политической стабильности, ответственности и ясности к октябрьским событиям привело именно это. Тогда-то и появилось осознание необходимости конституционной реформы. Когда происходят какие-то знаменательные события, вот то, что у нас называют революциями, естественно, баланс сил смещается. Принятие Конституции и легитимизация власти – это то, что происходит во всем мире. Это не наше чудачество, наша забава, а это необходимый компонент политического процесса. Поэтому к этому событию надо относиться спокойно.
Согласно новой конституции, президент обладает широкими полномочиями, но и несет соразмерную с этим персональную ответственность. Ответственность за социально-экономическое развитие и ситуацию в стране в целом. Большие реформы, по мнению аналитиков, реальны только при сильном лидере. И уже результаты есть. Вот посмотрите, прорывные действия, которые произошли во время визита в Узбекистан. Полностью решены пограничные вопросы с Узбекистаном. Если президент имеет сильную власть, он может эффективно решать самые застарелые проблемы. Конечно, есть внешние игроки, они не заинтересованы в том, чтобы Кыргызстан, знаете, смог вот именно в таком формате решать другие тоже проблемы. Поэтому противодействие будет. Конституция должна быть принята. Она отвечает требованиям президентской формы правления, за которую граждане проголосовали 10 января, говорят политологи. Такую модель государственного управления выбрали более 84% проголосовавших. Проект новой Конституции, он как раз предусматривает элементы президентской формы правления. Но здесь надо смотреть намного шире. У нас в этой Конституции вводятся элементы прямой народной демократии. Да? Например, вот есть статьи, которые касаются того, что обязывает государственные органы, государственных муниципальных служащих от самого низкого звена вплоть до президента в обязательном порядке быть подотчетными народу. Доработанный вариант существенно отличается от первоначального еще и тем, что в действующей Конституции правам и свободам человека внимания уделено не так много. В проекте же основного закона страны это полностью изменено. Например, была предложена очень важная норма о том, что размеры пенсии и социальных пособий не должны быть ниже прожиточного минимума. Да, мы понимаем, что реализовать данную норму сразу невозможно, но эта норма, в принципе, со временем государство обязано обеспечить прожиточный минимум людям, которые получают пенсии и социальные пособия. Я думаю, это очень важная норма. И кроме того, была внедрена норма по детским садикам. Сейчас в нашем обществе это очень актуальный вопрос. И государство обязано обеспечить условия для бесплатного получения дошкольного, школьного и профессионально-технического образования для всех граждан Кыргызской республики. Документ, который отвечает требованиям народа на сегодняшний день. Мы принимали участие в некоторых обсуждениях, которые проходили в Таласе, на Иссыкуле, в Нарыне, встречались с людьми, слушали их мнение, их доводы. В целом, конечно, народ поддерживает. Эта конституция, она в какой-то мере именно предоставляет то, что они требуют, то, что они хотят, поэтому большинство народа они поддерживают. Они поддерживают это проект конституции и выразили готовность участвовать на референдуме и проголосовать за новый проект Конституции, то есть за его поддержку. Коснулись изменения и законодательного органа. Согласно проекту новой Конституции, парламент будет сформирован по смешанной системе. То есть не только по партийному списку, как это происходило до сих пор, но и по одномандатному избирательному округу, а количество нардепов сократится до 90. Бұл конституция қандай авалды келіп қалды, қандайча болып қалды. Мақұл, ошол кезде балким ушундай Керенскийдин жолу менен Өмурбек Черкешевич. Парламентаризм Өмурбека Текебаева ни к чему хорошему не привел. Абсолютная власть находилась фактически в руках президента. Без его согласия ни одно решение не принималось. А на ком, собственно, ответственность? Непонятно. Разве это парламентаризм? Жогорку Кеңеш должен стать сильным законодательным органом. Низкий темп экономического развития, в том числе последствия пандемии, внешний долг. Перед главой государства сейчас стоит задача решить накопившиеся за долгие годы проблемы. Страна нуждалась в сильном лидере, который несет ответственность буквально за все. Проект Конституции отвечает требованиям президентской формы правления, за которую проголосовали кыргызстанцы. Аяна Дюшикеева и Синтура Быкеев, Алату 24. Для обеспечения законности в период избирательной кампании на каждом территориальном избирательном участке работают координационные группы оперативного реагирования. На сегодняшний день в эти группы уже поступило более 40 жалоб о нарушениях. В их числе факты подкупа избирателей, использования административного ресурса, запугивания, нарушения и правил агитации и необоснованной клеветы на кандидатов. Более подробно расскажет Джазгуль Бахабеказе.
Координационные группы оперативного реагирования, осуществляющие контроль за соблюдением требований законодательства во время предвыборной агитации, организованы в каждом территориальном избирательном комитете. В их состав входят представители МВД и ГКНБ. Есть группа нарушений в ходе выборов. Это нарушения по кодексу о проступках, в частности, злоупотребление применением административного ресурса, и нарушения в рамках Уголовного кодекса, такие как подкуп, воспрепятствование осуществлению избирательных прав, нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Вот такого рода нарушения входят в компетенцию органов внутренних дел. Основная борьба между партиями идет в Бишкекский городской Кеңеш. За 45 мандатов, выделенных в столице, борются 25 партий. Большинство нарушений приходится тоже на столицу. Из 41 нарушения, озвученных председателем ЦИКа, более половины были зафиксированы именно в столице. На сегодняшний день Бишкекская территориальная избирательная комиссия рассматривает несколько материалов по подкупу и применению административного ресурса со стороны политических партий, участвующих в выборах депутатов Бишкекского городского Кеңеша. Здесь я бы хотел отметить, что по Уголовному кодексу 192 статья, это подкуп голосов, подразумевает не только денежное вознаграждение, но и раздача подарков и других ценностей. Все зарегистрированные нарушения в настоящее время расследуются правоохранительными органами. В связи с тем, что до выборов осталось мало времени, ЦИК просит соответствующие органы оперативно расследовать жалобы и вынести решение. Нарушения должны рассматриваться органами в течение 2 дней, а в случае необходимости дополнительных расследований в течение 3 дней. Мы со своей стороны обращаемся к правоохранительным органам соблюдать эти сроки и дать своевременные заключения по фиксируемым сигналам для того, чтобы на их основе соответствующие партии, кандидаты могли быть привлечены к ответственности до дня голосования. Напомним, выборы в местные Кеңеши назначены на 2 воскресенье апреля. В этот день граждане также примут участие во всенародном референдуме и проголосуют за новый проект Конституции. Правоохранительные органы с приближением дня выборов перейдут на усиленный режим и будут следить за общественной безопасностью. Жазгуль Бахытбекқызы, Зентур Абыкеев, Алату, 24. Вопросы выборного процесса и эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили Төраға Жогорку Кеңеш Атаман Мамытов и спецпредставитель генерального секретаря ООН, глава регионального центра превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Наталья Герман. Спецпредставитель Генсека ООН выразила надежду на то, что предстоящие выборные процессы в стране пройдут в атмосфере открытости и прозрачности с участием всех слоев населения. Также она с удовлетворением отметила, что в Кыргызстане впервые предстоит повсеместная реализация нормы о резервировании 30% квоты для женщин в местные Кеңеши. Благодаря этому механизму ожидается увеличение представительства женщин в местных советах. Тамат Мамытов заверил, что Кыргызстан остается приверженным демократическому развитию, соблюдению прав человека, а также всем своим международным обязательствам и будет продолжать их планомерно исполнять. По итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы председатель ГКМБ Камчыбек Ташиев встретился с жителями Узгенского и Карасуевского районов Ужской области и Сузакского района Джалалабадской. Он рассказал о протоколе, который был подписан в Ташкенте 25 марта текущего года в ходе заседания правительственных делегаций 2 республик. К примеру, было решено, что Кыргызстан и Узбекистан будут совместно использовать водохранилище Кемпирабад, находящееся в Ужской области. Другие подробности далее. В ходе встречи с жителями Узгенского, Карасуйского и Сузакского районов председатель Госкомитета национальной безопасности в первую очередь призвал не поддаваться провокациям и не верить недостоверной информации. Перед приездом сюда я встречался с главой государства Садыром Джапаровым. Он передал свои теплые слова. Сейчас есть люди, которые распространяют всевозможную негативную информацию о переговорах в Ташкенте. Поэтому я решил приехать сюда лично и открыто рассказать обо всех деталях. Потому что люди, не знающие, где находится Кемпирабадское водохранилище, используют какие-то фейковые карты и распространяют ложную информацию.
Кемпирабадское водохранилище расположено на стыке Ошской и Джалабадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Вода в него поступает из двух рек Карадария и Джазы. Местные жители пожаловались, что из-за повышенной влажности села, расположенные у водохранилища, испытывают трудности. Я работал в совхозе в этом районе и своими глазами видел, как строилось водохранилище. Сначала воды было мало, но потом ее объем стал увеличиваться. Паводковые воды отступили, но береговая линия осталась влажной. Кроме риса, теперь там ничего не растет. Водохранилище занимает общую площадь 5737 гектаров, из них 1300 гектаров перешли Кыргызстану. Также в 1973 году Узбекистан уступил Кыргызстану 4100 гектаров земли. Что касается этих 4100 гектаров земли, позвольте мне рассказать, какие села к нам в то время перешли. Это село Коктала в Кадамджае, село Гульпион, село Пахта в Араване, Нанай, Падышаата, Алмурут-Шах, Каратөве, Вахсы, Учкургон, Валабуке и Чуст. С понижением уровня воды площадь водохранилища сократилась до 4400 гектара. Мы получили также 1000 гектаров земли в Узгенском и Сузакском районах. Это результат наших переговоров. Вопрос, который отрицательно сказывался на безопасности и благополучии сельских жителей региона, также был рассмотрен на встрече в Ташкенте. Заключено межправительственное соглашение о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского водохранилища. Самое главное, что вокруг водохранилища не будет ограждения и военных. Жители могут использовать воду наравне с жителями приграничных сел. На сегодня Кыргызстан использует только 14% воды. Обязательно в соглашении прописывается и условие о поддержке уровня воды. Это говорит о том, что дома не будут затапливаться, почва не будет страдать из-за повышенной влажности. Отметим, что встреча прошла в формате вопросов и ответов. Отдельный вопрос касался эксклава Барак на территории Узбекистана. Вопрос Барака решен. Там продолжаются демаркационные работы. Информационно-разъяснительные мероприятия по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы продолжатся. Особо отмечено, что прошедшие переговоры послужат дальнейшему активному расширению сотрудничества между двумя государствами, а также укреплению дружбы и доверия между населением приграничных районов. Пигаим Бегалиева, Джибек Капарбекова, Нуркес Абдрахманова, Алато 24. Председатель Верховного суда Гульбарак Алиева отстранена от занимаемой должности. Решение принято сегодня на заседании Джогорку Кенеша. За проголосовал 61 депутат, против 4. Ранее президент Садыр Джапаров внес в парламент представление о временном приостановлении полномочий председателя Верховного суда Гульбарак Алиевой. Об этом на заседании Джогорку Кенеша сообщил представитель президента в парламенте Анарбек Калмаматов. Напомним, дисциплинарная комиссия при Совете судей ранее дала согласие на привлечение Гульбарак Алиевой к уголовной ответственности. Представление о привлечении к уголовной ответственности к Алиевой в дисциплинарную комиссию при Совете судей вносила Генеральная прокуратура. Ранее председатель ГКМБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбарак Алиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС в местный суд. Сегодня истекает срок представления единой налоговой декларации, сообщают в Госналоговой службе. ГНС напоминает, что сегодня все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 12 часов ночи. Налоговую декларацию обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, владельцы налогооблагаемого движимого, недвижимого имущества, земельного участка, крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица. В соответствии с законом физические лица и индивидуальные предприниматели, которые не успели до 1 апреля 2020 года представить налоговую декларацию за 2019 год, должны будут заполнить 2 декларации за 2019-2020 годы. Более подробную информацию можно получить в местах налоговых органах. По плану строительства социальных объектов в этом году на территории Бишкекской городской клинической больницы номер 4 будет построен новый инновационный медицинский комплекс. Об этом сообщил вице-мэр столицы Азамат Сагындык-Улу. По его словам, в этом году также в Бишкеке будут возведены несколько новых муниципальных медицинских объектов. Из госбюджета на эти цели выделено 50 миллионов сомов. Остальное – средства международных доноров. Также в скором времени в столице появятся объекты здравоохранения в жилмассивах Кукджи
Анджар и Дордой инновационный корпус в первой государственной клинической больнице. В этом году у нами запланировано начатие строительства 5 садиков и 5 школ в очень нуждающихся массивах и города Бишкек. Уже все проектно-сметные документации прошли экспертизу, уже строительство начнется, вот как сейчас по тендеру объявятся победители, строительно-монтажные работы начнутся по линии образования и дошкольно-образовательных учреждений. По дошкольным образовательным учреждениям никому не секрет, что в городе очень огромная потребность мест для садиков. Авиарейсы из Кыргызстана в несколько стран. Но цены на билеты остаются по-прежнему высокими. Агентство гражданской авиации Кыргызстана прилагает усилия для снижения тарифа. Также продолжается работа по исключению самолетов из черного списка. Между тем, из-за ухудшения ситуации решено пока не запускать некоторые международные авиарейсы, которые ранее анонсировал аэропорт Манас. Будет ли увеличено количество авиарейсов в ближайшее время и какие последние новости в авиаиндустрии, узнавала Елена Ткаченко. Агентство гражданской авиации Кыргызстана уже не раз направляло обращение в Российскую Федерацию об увеличении количества рейсов. Ведь именно из-за их малого количества цены на авиабилеты остаются высокими. Согласно информации агентства, ограничения на регулярные рейсы устанавливает российская сторона. В настоящий момент осуществляется 6 регулярных рейсов в неделю. Раньше осуществлялось около 30 рейсов в месяц, в день по 3-4. В России этим занимается не Росавиация, не Минтранс, а Роспотребнадзор. Это тот орган, который дает разрешение на количество увеличения рейсов. Она основывается на подсчете, у них есть свои коэффициенты, которые зависят от количества, например, в данном случае в нашем государстве, сколько человек заболело, сколько выздоровело, летальные исходы. По своим формулам они находят коэффициент, после которого, если это их удовлетворяет, они дают команду соответствующим структурам на увеличение регулярных рейсов. В настоящее время чартерные рейсы выполняются для граждан, нуждающихся в лечении, лиц, приглашенных российскими медицинскими учреждениями, участников государственной программы переселения и других категорий лиц, имеющих обоснования для вылета. Согласно российским требованиям, у граждан Кыргызстана должен быть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. На регулярные рейсы, которые выполняются в Российскую Федерацию, необходимо только ПЦР-тест с отрицательным результатом. На чартерные рейсы, которые выполняются по направлению в российскую сторону, необходимо иметь основания и также отрицательный результат ПЦР-теста. Больше никаких документов дополнительных к пассажирам не предъявляются. На время пандемии работа по исключению местных авиакомпаний из черного списка Европейского Союза была приостановлена. В настоящее время ведется дистанционная работа с Еврокомиссией, но для полного выхода из черного списка требуется около 3 лет. Основная причина отрицательного заключения Еврокомиссии – устаревшее оснащение авиапарков отечественных компаний. В ближайшее время работа по выделению наших авиакомпаний из черного списка продолжится. Приедут члены Еврокомиссии, они решат, какое дать заключение, и мы надеемся на положительные результаты. Из-за ухудшения ситуации отменены около десятка рейсов, которые только должны были осуществляться с апреля в летний период. Время возобновления полетов пока неизвестно. Елена Ткаченко, Руслан Сабатаров, Алато, 24. ГУБДД приняло решение отменить 670 штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные камерами безопасного города в отношении водителей и волонтеров, которые оказывали помощь населению во время карантина. Так, всего за все время работы проекта было зарегистрировано более 2 миллионов 200 тысяч штрафов, из которых более 60% оплачены. Дастан Гасканов расскажет о работе проекта. Ежедневно в Центр мониторинга обращаются более 500 человек. В основном граждане оплачивают штрафы и уточняют некоторые моменты нарушений. В Центре мониторинга есть отдел по приему граждан. Мы здесь принимаем в 4 окошках. Где-то примерно каждый сотрудник в день принимает по 60-70 граждан. И есть у нас колл-центр по номеру 100. Там примерно в день по 300-400 звонков.
За все время существования проекта «Безопасный город» Центр мониторинга обработал более 2 миллионов 200 тысяч нарушений правил дорожного движения, из которых около 1,5 миллиона или 60% имеют статус «оплачено». Это говорит о том, что проект работает. Законопослушных граждан у нас очень много. В местах установки аппаратно-программных комплексов на территории города Бишкек в сравнении с 2019 годом, в 2020 году снижение ДТП у нас произошло на 20%. При этом пострадавших стало меньше на 50%. То есть тяжесть ДТП тоже также снижается. Так, за все время существования проекта «Безопасный город» в Центр мониторинга обратилось порядка 7843 граждан, не согласных со своим нарушением. Из них только 2043 оставлены в силе. Остальные протоколы были решены в пользу автовладельцев. Среди отмененных штрафов есть 670 протоколов волонтеров, которые нарушали правила дорожного движения, так сказать, во благо, помогая медикам в летнее время, когда фиксировалось рекордное количество зараженных коронавирусом. 670-680 волонтерских постановлений, которые мы также приняли во внимание совместно с медицинскими учреждениями. Мы у них запрашивали письма, запрашивали сведения о том, какие волонтерские движения вместе с ними работают, какие транспортные средства им помогали и доставляли. Проект «Безопасный город» имеет массу положительных сторон. Его внедрение позволило снизить количество ДТП и повысить культуру вождения автолюбителей. В ГОБДД сообщили, что проект действительно оправдывает себя. Дорожно-транспортных происшествий в общем стало на 50% меньше. На местах, где установлены камеры проекта «Безопасный город», заметна улучшена культура вождения. Также необходимо заметить, что камеры оказывают помощь и при раскрытии уголовных дел. То есть проект «Безопасный город» не только влияет на водителей, но и положительно влияет на раскрытие преступлений. Как рассказали в ГОБДД, каждое поступившее правонарушение изучается досконально. На участках, где есть камера безопасного города, бывает выбоина или же неопределенная разметка. В таких случаях нарушения не будут зарегистрированы. Также жители жалуются на высокие тарифы штрафов, однако эксперты считают, что снижать их ни в коем случае нельзя, иначе нарушений станет гораздо больше, а последствия могут быть плачевными. Дастан Касканов, Бексултан Курманбекулу, Алату 24. Тем временем в Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 98 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщает Министерство здравоохранения и социального развития. По их данным, в Бишкеке 48 новых случаев, в Аше, Волжской, Нарынской и Баткенской областях по 1, в Чуйской области 36, в Иссыкульской 6 и в Джалалабадской области 4 новых случая инфицирования. Всего за весь период зарегистрировано 88 374 случая COVID-19. Также за сутки от коронавируса выздоровели 86 пациентов. Всего за весь период выздоровели 84 809 человек. В то же время зарегистрирован один летальный исход в Бишкеке. Всего за весь период умерли 1499 человек. На стационарном лечении на сегодняшний день находятся 503 пациента, на амбулаторном 616. Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием, прежде всего для медиков. Врачам пришлось трудиться на пределе возможностей. Одна из них – заведующая инфекционным отделением Учкоргунского центра общей врачебной практики Хуршадахон Тойчиева. Она на страже здоровья людей все 9 тяжелых месяцев с начала пика эпидемии. Хуршадахон Тойчиева уже 15 лет работает врачом. За всю многолетнюю карьеру никогда не проходили через такое испытание, рассказывает она. С начала пандемии в этом районе были заражены 780 человек. Из них 11 скончались. Больной, конечно. Выздоровление пациентов – результат большого труда врачей. В то же время медики очень болезненно переживают каждую смерть пациентов. Это очень тяжело для нас. Бывали дни, когда за один день умирали по 2 человека. В первые дни распространения инфекции у многих людей началась паника, ну а врачам пришлось еще тяжелее. Перед ними стоял выбор – семья или здоровье людей. Были и те, которые увольнялись по собственному желанию. Некоторые отказывались работать в красной зоне. Однако большинство стояли на передовой борьбы с вирусом-врагом и спасали жизни. Конечно, это новый вирус, и нам пришлось столкнуться с новыми проблемами. У нас не было опыта в лечении этой болезни, но мы делали все, что от нас зависело.
Бесценный труд людей в белых халатах был оценен по достоинству, однако лучшая награда для врачей – это благодарные, а главное – здоровые пациенты. Мы очень благодарны всем, кто поддерживал нас в эти дни. Было неожиданностью получить награду от главы государства. Грамоты вручили и директор больницы, и Эйлук Муту. Всем большое спасибо. За мужество в борьбе с коронавирусом, ее вклад в спасение жизней и достойное выполнение своих обязанностей Хуршидахон Туйчиева была награждена почетной грамотой президента. Это честь и в то же время большая ответственность, говорит она. Отметим, с начала года в Учкургонском сельском округе новых случаев COVID-19 не зарегистрировано. Ну а коллектив инфекционного отделения на страже здоровья людей. Чолпон Медетбекова, Нургазы Джайнаков, Ирысбек Мазаитулу, Алату 24, Баткенская область. Каждый ребенок особенный, но есть дети, которых особенными мы называем не потому, что они обладают уникальными способностями, а для того, чтобы обозначить их особые потребности. В Центре развития слуха и речи применяют специальные методы обучения и воспитания и помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Мама, папа, бабуля Ксения, которая 2,5 года уже может выговаривать эти простые слова. Вот. Результаты появились после первых занятий. Если в 2 года малыш почти не произносит слов, а в 3 года у него не сформирована связная речь, специалисты говорят, что он запаздывает с освоением устной речи. В центре с детьми, у которых задержка речевого развития, занимаются по специальной программе. Когда ей не было еще 2 лет, мы просто пришли и попросились, можно ей или нет. Потому что в год вроде бы дети говорят. И мама, и папа. Но у нее было что-то. Ма-па. Сейчас она у нас говорит, где, дай, ням. И просто вот побольше бы вот таких центров и таких преподавателей, как здесь. Это люди с большой буквы, можно сказать. Тянут, потянут. Алинор, повторяй. Тянут, потянут. Занятия здесь проходят в игровой форме. Сначала выясняют, какие трудности испытывает ребенок, а затем разрабатывают персональную программу занятий. Мы стараемся в силу возможности перенимать опыт работы российских педагогов, логопедов. Вот недавно я ездила в Москву, и мне удалось установить связь с главным методистом инклюзивного образования, то есть инклюзивной школы. Я привезла кое-какие методические пособия. В Центре развития слуха и речи сейчас обучается около 40 детей. Это учебное учреждение уникально. Здесь применяют комплексный подход к ребенку. Его не просто лечат, но и обучают. Стараются привить разные умения, навыки, уменьшить беспокойство и волнение. Быть полноценным членом общества ребенку помогают психологи, педагоги, дефектологи. Пойдем, лети! Сурдопедагог, логопед-дефектолог Гульнара Нугойбаева работает с детьми с нарушениями слуха и речи более 30 лет. Каждому ребенку у нее индивидуальный подход. Многие отказываются работать с такими тяжелыми детьми. Почему ребенок не говорит свои 3-4 или, скажем, 5 лет? Это опять же получается, или ребенок плохо слышит, или ребенок просто у него не идет развитие. Конечно, совместно с медициной, это они нам назначают, на каждого ребенка индивидуально назначают они свое лечение, и мы начинаем с ними заниматься. Это групповые занятия. Здесь дети с особенностями развития социализируются и обучаются взаимодействовать друг с другом. Это кто у нас, Азалия? Лошадка, да? Для развития мелкомоторики детей специально создали кабинет декоративно-прикладного творчества, открытый кабинет для логопедического массажа детям с церебральным параличом. Самое главное, воспитанники центра получают здесь положительные эмоции, тепло своих педагогов и делают медленные, но верные шаги к успеху. Даяна Джумабекова, Чингис Джумагулов, Алато 24. Воспитание подрастающего поколения в духе сохранения культурных ценностей, народной мудрости и традиций нашего народа. Эти и другие вопросы обсудили студенты педагогического колледжа КГУ имени Ишиналы Арабаева во время научно-практической конференции.
Студентка 3-го курса педагогического колледжа Анара Эсенбай-кызы мечтает стать учителем начальных классов. Девушка говорит, что очень важно с самого детства прививать духовно-нравственные ценности. И заниматься этим должны не только родители, но и школа. Будущий учитель считает, что одним из аспектов воспитания является уважение к культуре своего народа, знание истории своих предков и их фольклора. На эту тему она и подготовила доклад. Даже если взять пословицы и поговорки, то, казалось бы, всего несколько слов, но зато какая мудрость в них заложена, какой глубокий смысл в них вложили наши предки. Все это было актуально тогда, современно и сейчас. Научные деятели, историки и филологи считают, что все эти фольклорные элементы должны сохраняться веками, ведь подобную мудрость сейчас можно встретить крайне редко. Кылымдардан бери келип аткан салттардын ичине бул элде бата берүү, бата алуу. Есть такой аспект, как бата благословения. Без него не завершалось и не начиналось ни одно дело. И до сих пор так мы верим в то, что бата защищает, помогает. В последнее время выросло значение этой традиции. И это очень радует. Это наше богатство, наша огромная ценность. Будущие педагоги должны быть сами всесторонне развитыми, высоконравственными, должны знать родную культуру и традиции. Только так они смогут вырастить поколение грамотных, образованных людей, для которых духовные и моральные ценности стоят на первом месте, считают эксперты. Цель нашей конференции – показать необходимость правильного воспитания детей. Мы должны видеть, в каком направлении двигаться для того, чтобы научить будущих учителей доносить до учеников важные истины, которые складывались годами. Одним из первых президент подписал указ о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. Его цель – воспитание граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиций и общественных ценностей. Елена Ткаченко, Руслан Сабатаров, Алато, 24. 30-летию независимости Кыргызстана Национальный банк реализовал проект по созданию социальных видеороликов «Главное богатство страны – его люди», инициированный Институтом президента. Ролики рассказывают о жизнедеятельности выдающихся исторических личностей, видных деятелей культуры и искусства, изображенных на купюрах национальной валюты. О целях проекта и о том, как создавались видеоролики, расскажет наш корреспондент. Роль Алыкула Усмонова сыграл заслуженный артист Чингис Мамаев. Эта роль в его фильмографии занимает особое место, говорит актер. В 2012 году он сыграл великого поэта в биографическом фильме «Мезгиль Джана Алыкул». Для меня эта роль важнее других. Я думаю, она дарована мне судьбой. Даже бывают случаи, когда ко мне на улице обращаются по имени Алыкул. Я горд, что мне удалось сыграть эту роль. Съемки роликов продолжались 1,5 месяца. В них рассказывается о жизни выдающихся исторических личностей, видных деятелей культуры и искусства, изображенных на купюрах национальной валюты Алыкуле Осмонове, Саякбае Каралаеве, Джусупе Баласагыне, Суймонкуле Чокморове. Мы понимали важность и саму ответственность, потому что до этого серия роликов, можно сказать, они оставили свой след, но тогда же не было, не снимали фильмов 90-х, и вдруг появляются такие ролики. Я помню, сам был маленький, я с удовольствием смотрел это как целое кино. И я вот как режиссер, я понимал, что я должен держать планку. Проект был реализован к 30-летию независимости Кыргызстана Национальным банком. Скоро социальные видеоролики «Главное богатство страны и его люди» будут доступны широкой аудитории. Все эти ролики в ближайшее время будут показаны по национальным телеканалам, как по государственным, так и частным. После этого они будут доступны в YouTube и в других социальных сетях, потому что это снималось для наших людей, для наших граждан. И доступность этих роликов будет обеспечена всем гражданам Кыргызской республики. Цель создания видеороликов – популяризация духовных ценностей, повышение осведомленности общественности о великих личностях. Также проект способствует повышению доверия населения к национальной валюте и воспитанию культуры бережного отношения к ней.
Во многих странах на национальных валютах изображены президенты, главы государств и короли, а на нашей валюте – просветители, выдающиеся личности, внесшие вклад в историю страны, деятели культуры и искусства, а также наши пейзажи величественных гор, озер и рек. Исторические ролики о личностях, которые изображены на банкнотах национальной валюты, также были созданы в конце 90-х годов и показаны по телеканалам страны. Нынешний проект Нацбанка «Главное богатство страны и его люди» – это еще один шаг в популяризации духовно-нравственных ценностей. Чолпон Медетбекова, Эрлан Джунушалиев, Азамат Кадыр-Токтоев, Алато, 24. Любители искусства познакомились и насладились творчеством известного художника, заслуженного деятеля культуры Джиргала Матураимова. Сегодня в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Габарайтиева была открыта очередная персональная выставка картин. Джиргал Матураимов известен не только в Кыргызстане, но и в дальнем и ближнем зарубежье. Его персональные выставки с успехом проходили во Франции, России, Китае, Турции и Казахстане. Работы Матураимова содержат в себе искренность и правдивость, отличаются от других картин своей яркостью и необычностью композиционными решениями, отмечают зрители. И к этому часу у нас пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за событиями, происходящими в Кыргызстане и за рубежом. Эти и другие новости можете посмотреть на нашем сайте ktrk.kg. Оставайтесь на общественном Первом канале, берегите себя и своих близких.